Хочу обратиться к нашему населению, обратиться с тем, чтобы доверяйте своим докторам, доверяйте качеству нашей диагностики, доверяйте качеству нашего лечения, потому что если говорить о нашем специализированном учреждении, то мы достаточно подготовлены и умеем и диагностировать, и лечить, и умеем сохранять врачебную тайну. Диагностировать, лечить и сохранять врачебную тайну. Всю свою жизнь Людмила Авицба посвятила заботе о здоровье людей. В разные годы работала врачом-стоматологом, заведующей поликлиническим отделением в Новом Афоне, главврачом Республиканской детской стоматологической поликлиники. С 1999 по 2005 год Людмила Авицба возглавляла Министерство здравоохранения Абхазии. Несмотря на сложности того времени, ей удалось улучшить качество медицинских услуг и в целом повысить уровень здравоохранения в нашей стране. Она интересна тем, что из известной семьи Бориса Давидовича Авицба. Как женщина, она очень обаятельная, как врач известный, опытный. Я, будучи премьер-министром, когда формировал новое правительство, возник вопрос министра. У меня были сомнения в том плане, что еще война не завершилась, угроза войны была, и я думал бы, чтобы мужчина больше подходил. И она мои опасения отвергла, стала достойным министром, организатором здравоохранения, сумела сколотить и в министерстве, и в ведомствах медицинских достаточно опытных врачей. Ответственность, преданность своему делу, организаторские качества и талант руководителя снискали Людмиле Авицба заслуженный авторитет и уважение. Людмила Борисовна умела все это организовывать, любой вопрос, запрос парламента. В те тяжелые времена, это был 2002-2005 год, когда не было никаких договоров, соглашений, на личностных отношениях, вот личные связи она использовала с Северным Кавказом, с городом Москвы. Когда к нам приходили люди с просьбой помочь ребенку, там, здоровью, самому человеку, и в это время приходилось, конечно, подключать Министерство здравоохранения. Она использовала все рычаги, вплоть до президента, еще тогда был президентом Владислав Григорьевич. Все связи, которые были у нее, она, конечно, пускала в ход. Главными качествами Людмилы Борисовны оставались доброта, внимательное и чуткое отношение к людям. Она по специальности стоматолог, но я всегда удивлялась, какие у нее идеи всегда возникали, идущие на много лет вперед для того, чтобы улучшить родовспоможение, для того, чтобы улучшить демографию. Мы с ней составляли планы, очень тесно работали, работа получалась очень хорошо. Мы с ней организовали с помощью международных экспертов, мы организовали подворовые обходы в Абхазии. И мы больше 1500 дворов мы обошли и собрали очень хороший материал, на котором потом Людмила Борисовна открыла проект «Медицина 21 века». Кроме того, что это больные и женщины в том числе обследовались, лечились, еще у нас появились всякие проекты по репродуктивному здоровью, по антенатальному уходу, по скринингу рака шейки матки. Это все были ее идеи. По инициативе Людмилы Авицба в начале 2000-х был создан Республиканский СПИД-центр. Необходимость такого учреждения в Абхазии назрела давно. По решению Людмилы Борисовны центр был открыт при кожно-венерологическом диспансере. И снова ее решения оказались правильными и дальновидными. Мы не имели лабораторию, мы не знали, как работать с ВИЧ-инфицированными пациентами. Первое время мы могли дать им только психологическую помощь, потому что у нас не было лечения. И даже
с азов она нас этому обучала. Плюс ко всему лаборатория. По чуть-чуть, по крупицам она собирала эту лабораторию, которую на сегодняшний день все, что мы делаем здесь в центре, мы все предоставляем нашим пациентам бесплатно. Это тоже ее труд. Мое мнение, СПИД-центр, кожвен-диспансер – это ее детище, а всему ее дети. То есть она была не только руководителем для нас всех, она была для нас всех замечательным руководителем, добрым, хорошим человеком. Она была для нас просто мама. После того, как Людмила Борисовна покинула должность министра здравоохранения, она работала главврачом кожвен-диспансера и СПИД-центра. Последние годы была заведующей отделения центра. Несмотря на тяжелое заболевание, Людмила Борисовна продолжала работать, разрабатывая и воплощая идеи, способные помочь людям. Но я хочу сказать, что она была великолепным руководителем. В прошлом очень тяжело говорить, в прошлом времени о ней. Она была великолепным человеком. Такой большой коллектив, который у нее, она про всех все знала. Она знала их неудачи какие-то, их горе, она всегда поддерживала. Она была таким оптимистом. При том, что она болела уже тяжелым заболеванием, она приходила на работу. Она всех поддерживала, никогда не жаловалась. Она, наоборот, всех поддерживала. Если у кого-то какое-то горе или кто-то заболел, она такие примеры приводила, что даже стыдно было пожаловаться. Очень сильная, мудрая женщина. Конечно, нам ее будет не хватать. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.